2024 году в Ингушетии будет благоустроено 20 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях республики. Так, на эти цели выделено 127 миллионов рублей, из которых более 125 миллионов – это средства федерального бюджета. Контракты на благоустройство своевременно заключены. На данный момент завершено благоустройство 8 общественных территорий в Малгобеке, Карабулаке, Сунже, Назране, Малгобекском и Джейрахском районах. Благоустроить оставшиеся объекты планируется до декабря этого года. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила в своем официальном телеграм-канале, что Минэкономразвития России работает над сохранением финансовых инструментов для предпринимателей. Она также подчеркнула важность сохранения доступности кредитов для определенных категорий МСП, что способствует не только количественному, но и качественному росту сектора. Татьяна Илюшникова отметила, что в 2024 году объем кредитов для МСП увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом. Причем более 90% всех заемщиков – это микропредприятия. Она подчеркнула, что бизнес не только пополняет оборотные средства, но и активно инвестирует. С 2025 года в нашей республике, а также по всей стране начнется реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект будет состоять из 8 федеральных проектов. Каждый из этих проектов будет охватывать комплексное развитие населенных пунктов, строительство жилья и дорог, создание более комфортных условий для жизни граждан, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и другие мероприятия. В мае-июне 2024 года в СКФО сохранился рост производства в пищевой промышленности, что было обусловлено как модернизацией предприятий, так и открытием новых производств. Например, в Ингушетии началось строительство комбината по глубокой переработке цельного молока с производственной мощностью до 20 тонн в месяц. На данном предприятии будет выпускаться разнообразная молочная продукция, включая пастеризованное молоко, кефир, йогурты, творог и сыры. Прогнозируется, что вклад в общий региональный продукт составит в среднем 280 миллионов рублей в год. Завершаем наш выпуск экономических новостей и информации о курсе валют на сегодня.